Слово для выступления предоставляется представителю Генеральной прокуратуры Айтбаеву Антону Шамиловичу. Здравствуйте, уважаемый председательствующий, уважаемые коллеги. Несмотря на то, что Бектур Камилович, если я не ошибся в отчестве, уже озвучил позицию Генеральной прокуратуры в своем выступлении, я все-таки постараюсь кратко, но остановиться на основных моментах, которые сформировали позицию Генеральной прокуратуры. Не отрицается, что рассматриваемые права являются правами конституционными, задекларированными статьей 25 Конституции Кыргызской Республики, отнесенными статьей 16 Конституции, наряду с другими правами к высшим ценностям Кыргызской Республики, определяющими смысл и содержание деятельности государственных органов. Устанавливая возможность регулирования пределов прав со стороны государства, статья 20 Конституции устанавливает цели такого вмешательства, которые были озвучены ранее в выступлениях других выступавших. Ключевым уточнением в этой же статье является определение о том, что вводимые ограничения должны быть соразмерными преследуемым законом целям. Соответственно, установление таких мер государственного ограничения оправдано лишь поскольку они способствуют достижению таких конституционных целей. Характер и условия такого ограничения возможно при определенных обстоятельствах, при наличии очевидных признаков нарушения общественных интересов, когда они перевешивают право отдельного лица на свободу передвижения. Публичные интересы могут оправдать ограничения прав и свобод, только если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов других лиц. Применение такой обеспечительной меры может быть целесообразным, поскольку она может гарантировать сохранение статуса кво в определенных случаях, такого статуса определенным субъектом, если этот субъект в деле может покинуть территорию страны, тем самым создать условия, при которых достижение целей правосудия станет невозможным. В этом случае указанная мера будет направлена на защиту конституционно значимых целей и не может рассматриваться как нарушающая конституционные права человека. При этом ограничение права свободно выезжать за пределы республики, как и любого иного конституционного права, допустимо в строго определенных статьей 20 Конституции случаях. При этом данные ограничения не могут и не должны толковаться расширительно и приводить к умалению других гражданских, политических и иных прав, гарантированных гражданам Конституцией Кыргызской Республики и законами. Умаление прав и свобод может выступать в формах сужения нормативного содержания права или свободы, а также сокращения предоставляемых таким правам и свободам конституционных гарантий и средств защиты. Вышеуказанная императивная норма, адресованная прежде всего законодателю, является одной из гарантий полноты прав и свобод, в том числе с точки зрения адекватности принимаемых законов, конституционно установленным и международно признанным пределом прав человека и гражданина. Ограничение конституционных прав должно быть, повторюсь, должно быть необходимым и соразмерным конституционно признаваемым целям таких ограничений. А в случае допустимости ограничения такого или иного права в соответствии с конституционно одобряемыми целями государства, обеспечивая баланс защищаемых ценностей и интересов, должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные этими целями меры. Учитывая вышеизложенное, Генеральная прокуратура считает, что рассматриваемая мера не всегда является необходимой и соразмерной. Все, готов ответить на ваши вопросы. Спасибо.